Нюрбинский горно-обогатительный комбинат – одно из самых молодых подразделений компании «Алроса». Основная производственная площадка ГОКа располагается в Накыне, где организован вахтовый метод работы. О тех, кто трудится вдали от дома, сюжет нашей коллеги Августы Степановой. На Накынском рудном поле добывают алмазы из руды и песков трубки Нюрбинская. В прошлом году начали открытые горные работы на трубке Батобинская. Бригады специалистов работают в Накыне вахтовым методом. 2 недели работы и 2 недели межвахтового отдыха. Условия для жилья, проживания на Накыне, все условия есть. Есть санузел, душевая, питание хорошее. Вахтовый поселок теплый, в комнатах по одному человеку живем. Напарник работает в другой смене. Стремление работать и получать за свой труд приличную заработную плату – нормальное желание каждого человека. Тем более, если можно работать в таких комбинатах, как Нюрбинский ГОК. Юрий Баклаков трудится машинистом мельницы. Он пришел на предприятие в 2002 году, так что комбинат для него давно стал родным. Коллектив молодой, вот, и стараются, работают, дружный, в принципе, друг другу помогаем везде во время работы. Если где-то что-то оврал какой-то случился, у нас там нет, там это мое, это твое, все дружно идут и помогают тому, где-то какие-то сложности на переделах. Надежда Ефимова проработала в Нюрбинском ГОКе больше 10 лет. Трудилась на первой водоочистной станции. Сегодня она старший мастер станции биологической очистки. Новую установку запустили в этом году. Она обеспечивает практически полную очистку сточных вод. И люблю свою нынешнюю профессию за то, что вода – это вообще самый интересный объект для изучения. Это очень информативно насыщенный объект. И то, что я занимаюсь очисткой воды, просто очень приятно в нравственном плане, отвечать за выпуск продукта, который очень нужен и просто необходим. Предприятию 15 лет. Оно молодое в прямом и переносном смысле. Ведь здесь работает много молодежи. И, конечно, она трудится с полной отдачей, чтобы удержать высокую планку, заданную старшим поколением горняков.